На абхазском телевидении начинается показ фильмов о кандидатах в президенты. Согласно жеребьевке Центр избиркома, этот проект должен был открыться фильмом об Аслане Георгиевиче Бжане. Фильм уже готовился. Съемочная группа ждала возвращения Аслана Бжане из Москвы. Однако неожиданная госпитализация изменила все планы. Фильм решили заменить на интервью. Аслан Георгиевич, здравствуйте. Я начну нашу беседу с вопроса, который волнует без преувеличения всех жителей Абхазии. Как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Чувствую себя удовлетворительно. По неотложным делам мне необходимо улететь в город Москва. Ближе к выходным буду в любимой нашей столице, в городе Сухум. И продолжите предвыборную кампанию? Конечно же, в полном объеме. Хочу поблагодарить всех тех, кто переживал за меня, всех тех, кто хотел и желал моего скорейшего возвращения. С Божьей помощью все хорошо, и в ближайшее время мы увидимся. Обсуждались разные версии причины ухудшения состояния вашего здоровья. Что с вами произошло? 2 числа утром мы переехали государственную границу, направлялись в населенный пункт Бзыбь. Там у меня должна была пройти встреча с избирателями, и я почувствовал недомогание. Офицеры охраны оказали мне неотложную помощь. В итоге я был вывезен в клиническую больницу в Краснодарскую. Как выяснилось, все это из-за пневмонии. Но материал, необходимый для анализа, для того, чтобы исключить или подтвердить, было ли внешнее воздействие, направлен на лаборатории, разные лаборатории и России, и зарубежные. Мы ждем ответов. Аслан Георгиевич, после незначительной паузы предвыборная кампания возобновилась в активном режиме. Как вы оцениваете ее ход? Несколько дней по известным причинам я был вне этой кампании. Оцениваю ход кампании вполне удовлетворительно. Мы будем предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы наша кампания увенчалась успехом. Мое отсутствие не отразилось на работе Центрального штаба. Вы знаете, что Центральным штабом руководит Александр Ангваб, человек, который имеет колоссальный опыт работы. Поэтому я абсолютно спокоен. Процесс идет своим чередом. В ближайшее время я к этому процессу присоединюсь, и наши силы будут удвоены. Нынешняя президентская кампания вторая в вашей политической карьере. Почему вы не выбрали более спокойную, безопасную жизнь? Если говорить коротко, почему вы идете в президенты? Мое отношение к институту президентства, к политической карьере, которая складывалась, оно менялось. На этом этапе я пришел к выводу о том, что мое участие и участие ряда моих сторонников необходимо, потому как мы очень серьезно погрузились в материал, как это принято говорить. Мы видим весь спектр проблем. По некоторым этим проблемам у нас есть рецепты, как из них выйти. По некоторым проблемам их нет. Для того, чтобы заявляться на такую должность, как глава государства, в котором огромное количество проблем, необходимо в этом вариться долгие годы. У меня задача одна – укрепить основы абхазского государства как единственного условия, которое позволит развиться и выжить нашему этносу. По-другому ничего не получится. И я готов на эту тему говорить с любыми оппонентами, что такое государство, чем оно у нас сегодня больно, и что с этим государством делать. Это задача номер один. И идея – это сохранение и развитие нашего этноса. Мы живем в нестабильном мире. Наше государство признано небольшим количеством государств, хотя среди признавших есть великие государства. Этапы государственного строительства не пройдены. Последние годы те государственные институты, которые работали более или менее эффективно, подверглись серьезной деструкции, пошли обратные процессы. Все это носило внутренний характер.
Эти угрозы были порождены внутри, у нас, в Абхазии, нашими горе-политиками. Возможно, мой вопрос немного странный. Все, о чем я сказала выше, укрепление государственных институтов, как повлияет на жизнь конкретного гражданина, например, крестьянина из села Меркула? Средняя заработная плата у нас около 10 тысяч рублей. Ее получают и учителя, и инженеры. Средняя заработная плата – это то, на что способно сегодня абхазское государство. Или средняя абхазская пенсия – 1500 рублей. Скажи, пожалуйста, если это будет экономически развитое, сильное государство, если будет заработная плата выше в разы, пенсия выше в разы, это отразится на жителей села Меркула или нет? Многие наши доморощенные демагоги внедрили мысль о том, что государством могут управлять все, кому не лень, что люди живут сами по себе, государство живет само по себе. На самом деле это не так. Житель любого отдаленного даже села Абхазии связан тысячу нитями с государством. Качество электроэнергии зависит в доме от государства, от государственных институтов, государственных компаний зависит. Качество образования зависит. Качество медицины зависит. Цена на селитру зависит от той политики экономической, которую проводит абхазское государство или нет, зависит. Вот вам и связь между крестьянином и государством. Эта связь никуда не может деться. Она носит фундаментальный характер. Поэтому и крестьяне, и все, кому дорого абхазская земля, народ Абхазии, должны руководствоваться идеей строительства абхазского государства. Это очень важно. Оно будет иметь оборотную сторону. Это даст свои плюсы через несколько лет, через 3-4 года. Мы не будем говорить, как говорили ранее, что завтра будет все на высшем уровне, завтра будет возможность для честного труда. Вот это будет. А отдача будет чуть позже. Аслан Георгиевич, вы частично ответили на мой следующий вопрос, но тем не менее я хочу конкретики. Все время говорят о том, что хранителем нашей самобытности, культуры, языка является село. В последнее время мы наблюдаем, как многие жители села уезжают в город. Как удержать сельчанина в селе? Дело в том, что если говорить о процессах, которые происходят в Абхазии, миграционных, уезжают не только из абхазских сел. Вообще из Абхазии уезжает больше, чем приезжает. Хотя буквально 5 лет тому назад была совершенно другая картина. Почему это происходит? Почему человек вдруг с насиженного места уезжает? Что его побуждает? На то есть определенные причины. Человек ищет, где лучше. Рыба ищет, где глубже. Я об этом как-то говорил. Государство должно было создать условия, которые способствовали бы для того, чтобы отток из села не стал увеличиваться. А в последнее время государственные институты, государственная власть работала в противоположном направлении. Государством было принято ряд мер, которые серьезным образом усложнили жизнь нашего крестьянства. Я имею в виду тех, кто выращивал орех. Я имею в виду тех, кто выращивает цитрусовые. Это те, которые живут в селе. Село для нас это не только экономическая категория. Село это у нас категория нравственная, духовная, культурная. Это понимают все, кроме руководства Абхазии последних лет. Это понимали все без исключения. Но предпринимались такие меры, которые привели к тому, что сельчанам становилось все сложнее и сложнее. Трудности не только в селе. В результате экономической политики властей, в том числе введения НДС, многие мелкие и средние предприниматели вынуждены свернуть свою деятельность. Это в первую очередь потеря рабочих мест. Какие планы у вашей команды по поддержанию малого и среднего бизнеса? Вы знаете, в связи с этим
Я хотел бы напомнить телезрителям, было разработано несколько программ. Одна программа «Стратегии 2025», она даже была утверждена указом президента Хаджимба и в мае или в марте 2015 года вступила в силу. Но ничего не сделано для того, чтобы эта программа была реализована. Далее, с помощью руководства московской абхазской диаспоры была разработана другая, не менее интересная программа «25 шагов по развитию экономики Абхазии». Там прописаны необходимые фундаментальные экономические шаги, которые необходимо предпринять. У нас же ничего не сделано вообще, кроме того, что создано дополнительное количество проблем. Мы выкинули несколько лет жизни, мы отыграли назад. Возьмите документ под названием «Справка о состоянии дел национальной экономики». Документ подготовлен Центром стратегических исследований при президенте Хаджимба. Там проводится сравнительный анализ состояния дел в экономике за периоды с 2009 по 2013 год и за период с 2014 по 2018 год. Там цифры четко приведены. И видно, как мы отыграли назад. Никакой внятной, оправданной, целесообразной экономической политики в последнее время в государстве никто не проводил. Проводилась, скорее всего, политика по реализации узких интересов определенных чиновников. Такая политика проводилась. 5,5 лет вы возглавляли оппозиционное движение. Если посмотреть со стороны, вы довольны деятельностью оппозиционера Бжания? Нет, я в полной мере деятельностью оппозиционера Бжания недоволен, потому что мимо моего внимания остался целый пласт проблем. Хотя я, откровенно говоря, пытался работать над собой. Я работал над собой каждый день все эти 5,5 лет, за исключением того периода, когда был тяжело болен. То, что удалось вникнуть в ряд проблем, дает уверенность в том, что завтра мы сможем их решить. А то, что осталось за вниманием, будем учиться, будем приглашать специалистов, будем смотреть. Я же не один в команде. Если обратить внимание, то люди, которые меня окружают, команда, которая сформирована, там нет проблем с профессионалами. Это люди, которые очень хорошо знают отраслевые проблемы в Абхазии, секторальные проблемы в Абхазии. Люди, которые давно живут нашей с вами общей болью. И они, конечно же, выдадут очень быстро рецептуру. Я в этом уверен. Поэтому я должен над собой работать долго, постоянно и всегда. Когда будет результат, когда показатели экономического развития страны, такие показатели, как средняя заработная плата, количество занятых и так далее, макропоказатели в стране будут улучшаться, тогда я могу сказать свой адрес о том, что я доволен собой. Пока еще нет. В продолжении темы о вашей команде. В вашей концепции конкретно пошагово расписаны механизмы реформирования органов госуправления. Кстати, это не под выборы было сделано. Еще несколько лет назад ваша концепция была опубликована в СМИ. Однако любые программы осуществляются конкретными людьми. Считаете ли вы, что в вашей команде достаточное количество профессионалов, которые способны все это претворить в жизнь? Мы не можем обойтись без помощи экспертного сообщества, и нужно будет дополнительно правоведы. И самое интересное, мы столкнемся с такой картиной, которая может реально отличаться от той, что мы себе сегодня представляем. Вот у нас есть данные. Насколько они соответствуют действительности, будет ясно только тогда, когда удастся вникнуть в проблематику, находясь уже во властных коридорах. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Масштаб тех преобразований, усилия, которые необходимо приложить, время, когда это нужно будет сделать, все это будет уточняться, и в случае необходимости для решения этой задачи будут приглашаться и специалисты тоже. Мы будем проходить путь такой, который нам ранее не удавалось пройти.
Это что-то новое, поэтому тут стесняться не нужно, тут надо спрашивать, исходить из своего опыта, и при этом щедро использовать опыт уже сработавших государств. В вашей команде есть молодые управленцы? Ну, конечно, они есть. А разве Бадрис Зурабович человек не молодого возраста, а кандидат наук, в прошлом министр культуры, высокообразованный человек? Разве это не так? Если кто-то не знает, обратите на него особое внимание, и все вопросы сами по себе снимутся. Ваша активная деятельность оппозиционного политика в 2017 году продолжилась уже в стенах парламента. Вы не раз говорили, что в 2014 году недостаточно были подготовлены к работе на посту президента. В случае вашего избрания на пост президента, насколько будет ценен для вас опыт в парламенте, опыт работы в парламенте? Это очень большой пласт работы, законотворческая деятельность, она в наших условиях очень важна. Любые преобразования, которые намереваются к реализации, должны быть с точки зрения права подкреплены соответствующими нормативными актами. Это очень серьезная, кропотливая и профессиональная работа. Ее нужно будет делать. По глобальным вопросам я вижу совместную работу и исполнительной власти, и законодательной. Вот как единая команда мы определим главные приоритеты, главные задачи, которые необходимо решить, сроки их реализации, необходимые на то ресурсы, и единой командой будем достигать поставленных целей. Поэтому деятельность парламентская, она будет носить исключительно важный характер. Вы автор пакета антикоррупционных законопроектов, который внесен в парламент группой депутатов еще в 2018 году. На какой стадии принятия этих законопроектов и что существенно изменится в случае их принятия? Один законопроект о декларировании имущества, обязательств имущественного характера и так далее. Этот законопроект принят. Остальные законопроекты прошли стадию экспертизы. Если эти законопроекты будут приняты, то это даст возможность обществу контролировать деятельность власти в целом. Я говорю на простом языке. Контролировать, тем самым снимать напряжение. Любые решения значимые, экономически значимые решения, которые будут приниматься публичной властью, они будут понятны, они будут восприняты должным образом населением. Вот эти меры будут направлены именно на это. С 2015 года об этом говорят вслух, об этом говорят интенсивно, о том, что коррупция – это очень серьезная проблема. Скажу, что это именно так. И ничего не сделано по сей день для того, чтобы действенным образом оказать ограничения преступлениям коррупционной направленности. Вот эти законопроекты будут на это направлены. Будет внесено изменение в Уголовный кодекс. Будет статья, должна быть статья о незаконном обогащении. Вводится в оборот такой термин, как конфликт интересов. Публичные служащие будут вынуждены взять на себя ряд коррупционных ограничений. Все это облегчит работу правоохранительных органов, все это сделает государственный аппарат честным в своей массе, ну и в профессиональном плане более подготовленным. Эти меры необходимы, потому что государственный аппарат является собой именно ту силу, которая может претворить, реализовать реформы. Или наоборот стать препятствием, что происходит на сегодняшнем этапе. Известна ваша позиция относительно того, что для развития экономики, социальной и других сфер жизни государства необходимо начать с правопорядка, с равенства всех перед законом. Понятно, что полностью искоренить преступность невозможно, но возможно ли сделать, как говорили некоторые абхазские политики, Абхазию территорией закона?
необходимо ее делать территорией закона. Мне такая формулировка не совсем понятна. В последнее время все явления, социальные в том числе явления, могут быть оцифрованы. Мы должны посмотреть, какое количество людей у нас проживает, какое количество преступлений в Абхазии совершается. И мы должны сделать так, чтобы уровень преступности понизился в разы. Есть люди, склонные к совершению преступления, они есть везде. Везде есть преступники. Но какое количество их, вот это вот является ключевым моментом. Поэтому мы создадим условия. В обязательном порядке мы это сделаем, мы это сможем. Мы сделаем так, что преступность не будет влиять на нашу с вами жизнь. Преступность не будет носить такие масштабы. Вот, например, в дорожно-транспортных происшествиях у нас погибает около 60 человек в год. Более 70% погибших – это люди, которым от 25 до 45 лет. Это репродуктивный возраст. Это очень печальная картина. Другая цифра – более 70% погибших – этнические абхазы. Но правила дорожного движения написаны для всех. Почему-то кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает. Это все будет исправлено, если в течение 3 лет количество дорожно-транспортных происшествий не уменьшится вдвое. Я, если буду тем человеком, которого изберут президентом, сложу свои полномочия. Вот это я вам сегодня, сейчас, сидя здесь, говорю. Это разве не есть преступление? А вы представляете, на каждого погибшего 4 человека инвалидов или людей, которые получают увечья для здоровья. Сколько бед приходит к нам, потому что государственные институты и общественные институты в этом направлении должным образом не работают, потому что мы сентиментальничаем там, где этого делать не нужно. Аслан Георги паҳаиҿцәажәара ԥсышәала ихсыркәшар сҭахуп. Сара ихьынӡаздыруа ала шәара анцәа дхазҵауаҩуп. Шәа шәгәаанагарала. Аԥсны дамоума анцәа? Дамоуп. Ҳара иахьа ҳихьчаны ҳааигоит ҳәа избоит, убас сгәы иаанагоит. Ажәлар шәхаҵкы сцеит, иҭоуп даараӡа шәгәы шәыхьит. Уаҳа уиза аҭагылазаашьа ҟалаӡом, иаарласны ҳаибабот, ҳжәҩахырқәа неибыҭан ҳус наҳагӡот. Иҭабуп даараӡа асабша мҽыша снашәывагылоит, аус ицаауеит. Аслан Георги паиҭабуп аиҿцәажәаразы агәабзиара ду шәзеиӷьасшьоит, Аԥсны ҳаибабап. Нам не нужно много инвесторов. Нам в этом зале надо было собрать 20 умных и богатых абхазцев, которые могут изменить экономическое состояние Абхазии. В связи с этим у меня вопрос. Аслан Георгиевич, считаете ли вы, что потенциал умных и богатых абхазцев сегодня используется в полной мере? Это первый вопрос. Я извиняюсь, второй сразу добавлю. Знаменитый основатель Сингапура Ли Кван Ю на вопрос, как вы достигли наведения правопорядка, он сказал, что я в первую очередь посадил 2 своих друзей. Как вы считаете, сможете вы это сделать, если это понадобится? Я отвечу таким образом. Потенциал абхазской диаспоры, конечно же, не используется в полной мере. Почему? По какой причине? Я думаю, что представителям диаспоры это известно очень хорошо. Это отдельная тема для разговора, мне так кажется. Я знаю несколько фактов, мне знакомы, когда обращались в разные годы к руководителям Абхазии, деловые круги наши, которые проживают за пределами Абхазии и в разные, по каким-то непонятным причинам, не получали поддержку. Такое было. Я на самом деле считаю это очень важным, задействовать
такой механизм. Так же, как и не задействованы уроженцы Абхазии, проживающие здесь и работающие весьма успешно в разных правоохранительных органах. У нас вот есть достаточное количество в системе прокуратуры, в Федеральной службе безопасности, в судейском корпусе уроженцы Абхазии, которые на очень высоком счету и являются профессионалами высокого уровня. Они тоже должны быть задействованы. И если мы окажемся теми, кому абхазский народ доверит будущее Абхазии, руководством Абхазии, то мы обязательно этих людей будем приглашать. В этой аудитории сидят люди, которые занимали высокие государственные должности в России, уроженцы Абхазии. Это все должно работать на пользу Абхазии. Извините, что я так высказываюсь. Здесь ученые-правоведы, у нас выдающиеся врачи, уроженцы Абхазии с мировым именем. Конечно, все это должно работать на пользу Абхазии. Так оно и будет. Теперь, что касается второго вопроса. Он не посадил двух своих друзей. Он посадил друзей, которые проворовались. Он их посадил не потому, что они его друзья, а потому, что они воровали деньги. И так должен поступать каждый руководитель, который заботится о своей стране, который знает, что такое профессиональная этика и служебный долг. Это норма, в этом нет ничего героического. Вопрос очень простой. 4 месяца назад у нас были выборы. Как они закончились, мы знаем. И какие решения суда были приняты, мы тоже все знаем. Что-нибудь изменилось у нас после этого? Вот 4 месяца спустя, 22 марта, у нас будут выборы. Есть ли какое-то решение парламента о том, как надо считать эти голоса? Я это задаю вопрос только потому, чтобы не столкнуться опять с той ситуацией, с которой мы столкнулись. Очень похоже на то, что мы все бегом идем опять вот к подобному результату. Я это задаю Аслану Георгиевичу вопрос не только как кандидату в президенты, но и как депутату парламента. Я знаю, что в парламенте были подготовлены поправки к выборному законодательству, и они должны были быть рассмотрены. Результат мне не ясен. Но у нас, вот правоведы не дадут соврать, не прецедентное право. Но если вдруг случится так, что эти изменения не будут приняты в парламенте, то мы будем, наверное, принимать решения, соответствующие с учетом того, что было вот, в последних решениях судей. Мы вынуждены будем так действовать. Но один раз мы наступили уже на грабли, я надеюсь на то, что не повторим эту историю. Это первое. Второе, для меня очень важно пользоваться вот такими терминами, как человек, которому или группа лиц, или команда, которому оказано доверие. Я вот ухожу от таких слов, как победил, победит, проиграл. У нас, по большому счету, проигравших быть не должно. Как вы собираетесь, сработаться, что ли? Потому что, когда люди совершенно из разных команд, и в том числе, мы все тоже не дети, мы знаем, что были такие люди, которые не очень Ванбабовскую команду любили и работали с ней, и наоборот. Поэтому как вот это противоречие вы постараетесь устранить? Но вы знаете, у Александра Золотинского огромный опыт работы, у него свой характер. Многим казалось, что у меня нет характера, у меня тоже свой характер. Говорить о том, что мы были в разных командах, не совсем правильно. Мы не были последние 3 года так едины, как могло бы быть. Но мы всегда, я всегда искал точки, которые наши позиции сближали бы. Поэтому у нас разногласий принципиальных нет. Республика Абхазия. Раньше уголь добывали в Кварчеле, марганец. От Зиби до Кумисты горы у нас серебряные.
имеются запасы золотых там конусов. И что вы предприняли, чтобы эти полезные ископаемые, которые у нас природа одарила, чтобы развивать внутри, не сырье продавать, а чтобы эту продукцию, промышленность создать и до блага Республики Абхазия и народа ее. Уникальность Абхазии состоит ведь не в том, что есть полезные ископаемые. Полезные ископаемые есть во многих местах. У нас уникальный климат, уникальные леса, чистые воды. Место уникальное в связи с этим. Место, где человек может восстановить свое здоровье, дышать воздухом, насыщенным озоном. Вот эти вещи необходимо сохранить. И, конечно же, мы должны при этом развивать свою экономику. Если полезные ископаемые в Корчели добывали до недавних пор, потом перестали этим заниматься. Вот фирма заморозила свою деятельность. По какой причине, мне неизвестно. Но вы знаете, в тот период, когда они работали, были большие проблемы на реке Алдзга. Выносилось очень много, очимчирцы жаловались, берег становился не того качества. Но 21 век. В 21 веке необходимо пользоваться современными технологиями. Все, что может нанести непоправимый ущерб окружающей среде, не должно работать в Абхазии. Только с учетом жесточайших экологических требований можно работать. Это такой концептуальный подход к этому вопросу. Я вот хотел узнать, вот недавно был упразднен фонд инвалидов и ветеранов Абхазии. Какое ваше видение насчет инвалидов? Я сам инвалид, ветеран войны. Вот, как вы считаете, что нужно делать и как нужно делать? Спасибо. Вот мой личный вопрос. Мне сложно сейчас оценивать, мне неизвестны аргументы за, против, почему это было сделано. Не готов. Но плохо, если инвалиды не получают тот объем помощи, который они получали, когда был фонд. Туда шли определенные отчисления. Конечно, фонды сократить, это не значит отказаться от решения проблемы. Проблема инвалидов, она существует. Она даже не сколько экономическая, сколько моральная проблема, которую необходимо решать. Все упирается в возможности нашего государства. Они сегодня ограничены. Не то чтобы... Все упирается вот в эти проблемы, которые я выше называл. Я думаю, мы обеспечим порядок в формировании бюджета, других вопросах. И, конечно же, вопросы, связанные с социальной защитой инвалидов. Это прямо долг государства, особое внимание им уделять, потому что исключительно благодаря вам у народа Абхазии представился шанс на строительство этого государства нашего. Чувствуете ли вы действительно в себе силу и уверенность, что вы не будете последним президентом Абхазии? Это же символ в известной степени, это же и институт государства. Это означает, что в Абхазии не будет государства. Это означать будет именно вот это. А если в Абхазии не будет государства, народ Абхазии не будет иметь своего дома. А если народ Абхазии не будет иметь своего дома, он растворится в этом не очень добром мире. И не дай Бог, чтобы такое произошло. Я приложу все свои силы, знания и умения. Люди, которые входят в мою команду, сделают то же самое, чтобы процессы в таком ключе не пошли. Очень все сложно. Ни на что не хватает денег. Правовая культура отсутствует. Уровень политической культуры равен нулю. Угрозы тяжелейшие. Они есть. Это одна сторона медали. С другой стороны, наше самое большое богатство – это наши люди. Не все, конечно. Но у нас, к счастью, есть люди, на которых можно опираться. Есть люди, которые готовы идти дальше в этом ключе, а работать
люди, которые не боятся сложностей и трудностей, и люди, которые понимают, насколько это важно. Владислав после войны сказал о том, что самое страшное позади, а самое сложное впереди. Именно это имел в виду Владислав в вопросе государственного строительства, когда говорил о том, что сложное еще впереди. Мы не имеем права опускать руки, мы должны твердо, безо всякого сомнения, идти по пути строительства нашего государства. В таком случае у государства будет президент, будет будущее, и народ будет развиваться. Я другого не вижу. Лечение в других странах, и, к сожалению, это не Россия, это чаще всего оказывается Грузия. В связи с чем у меня к вам такой вопрос. Как мы будем решать проблему с отсутствием медицинских кадров в нашей стране? Спасибо. Не все больницы оборудованы должным образом, не везде проведены соответствующие ремонты. Но даже в этом мы сталкиваемся с проблемой плохого администрирования в медицинской отрасли. Приведу вам пример. Это было в 2016 году. Контрольная палата Абхазии проверяла Министерство здравоохранения. Было приобретено медицинского оборудования по одному из контрактов на 40 миллионов рублей. Контрольная палата провела сравнительный анализ того оборудования, которое было приобретено. Оно было маркировано с существующими на тот период ценами. Кстати, оборудование было приобретено не новое, бывшее в употреблении. Так вот, по итогам этого анализа выяснилось, по итогам этого сравнительного анализа, что оборудование было закуплено в 8-10 раз дороже рыночной стоимости. Скажите, не совсем медицинская проблема, да? Или совсем не медицинская проблема? Да, нашим соседям удалось совершенно другой уровень медицины создать, и поэтому наши люди туда ездят. У нас проблемы не только с медицинским оборудованием, а с качеством медикаментов, которые к нам завозят. Там тоже наверняка есть определенное количество контрафакта. Вообще государственная медицина, ее сферу деятельности, на мой взгляд, неплохо было бы сузить. За счет того, что мы эту сферу деятельности сужаем, мы могли бы достигнуть другое качество медицинского обслуживания. Что-то отдать в частные руки. Ну, надо смотреть, как тут действовать. Но здесь на самом деле очень много проблем, я с вами согласен. Но единственная проблема, которой нет, на мой взгляд, это подготовка специалистов. В этом ключе у нас есть договоренности с Российской Федерацией. В случае необходимости мы имеем возможность получить дополнительные места в высших медицинских учреждениях, в ординатурах. Вы говорили про тюрьмы, это безусловно важно, институт исполнения наказания. Однако согласитесь, что нужно бороться и со следствием, а еще нужно бороться и с причиной. Да. Поэтому у меня вот конкретный вопрос. Ваши шаги до того, как вор попал в тюрьму? Необходимо начинать, наверное, с семьи. Необходимо создать условия для развития спортом в школе. Молодые люди энергичные, пассионарные. Эту энергию нужно куда-то девать. Это комплекс вопросов. Нужно начинать воспитательную работу в школе. Культ спорта надо развивать. У нас был в послевоенное время период, когда на территории Абхазии интенсивно строили футбольные спортивные площадки. С тех пор бюджет Абхазии меньше не стал. Он стал больше, но эта проблема с поля зрения властей выпала. Это второе. Третье, значит, что еще важно, это информационная работа. Должно быть понятно, что герой дня не преступник, а герой дня тот, который работает, воспитывает, лечит, дает образование, занимается полезным делом. И самое страшное состоит, знаете, в чем? Не в том, что есть преступный элемент, а в том, что преступный элемент проник во властные структуры. И не в каждом кабинете сразу понятно, к кому ты пришел,
к министру или к уличному пацану, ни по говору, ни по уровню менталитета, ни по каким признакам сразу не поймешь, к кому ты пришел. Мы в Абхазии имеем несколько организованных преступных групп и очень серьезное организованное преступное сообщество. Надеюсь, разницу вы чувствуете и знаете. Это ключевая проблема. Какое-то количество рецептов я уже озвучил. Их должно быть очень много. Науке они известны. Абхазским праведам они тоже будут известны. Нужна политическая воля. Преступник, наверное, будет. Его невозможно полностью избавить общество от этого. Но преступников не должно быть во властных структурах. Это принципиальный вопрос.